Осторожно, гололед. Какие меры принимаются для профилактики рисков? Сюжет из Нерюнгри. 119 врачей и 27 фельдшеров в этом году поедут работать в якутские села по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». У православных христиан начинается Великий пост. Он продлится почти 50 дней. Это новости в прямом эфире, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Пожар произошел в понедельник на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае, принадлежащего Роснефти. Сейчас идет тушение огня, сообщает региональный МЧС России. Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлечено около 50 человек и 14 единиц техники. Пожар тушат, площадь возгорания пока не уточняется. К другим темам, потепление в арктической зоне России оказалось быстрее глобального в 4 раза. Средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России в 2018 году была выше нормы почти на 3 градуса по Цельсию. За последние 40 лет скорость потепления оказалась в 4 раза выше темпов глобального потепления. Об этом сообщили в Институте глобального климата и экологии. Также в прошлом году на 3% оказалась превышена годовая норма осадков. В ноябре в Институте криосферы Земли Сибирского отделения РАН заявили, что из-за глобального потепления южные регионы России станут более засушливыми, а северные – плодородными. Более 1000 кубометров снега и льда вывезено в отвалы из города Нерюнгри. Во время гололеда травматизм возрастает в 2 раза. Также гололед является причиной дорожно-транспортных происшествий. Какие меры принимаются для профилактики рисков, узнавала Александра Цибикова. Во время гололеда пешехода подстерегает опасность подскользнуться и упасть. Во избежание случаев подобного травматизма Управление городского хозяйства города выполняет ежедневные объезды и мониторинг выполненных работ. На сегодняшний день в целом по городу очищено 5600 квадратных метров и вывезено в отвалы более 1100 кубических метров снега и льда. Ежедневно объезд города, смотрим, как идет работа. Конечно же, мы сейчас наблюдаем над тем, чтобы был вовремя убран снег. Первое, да. У нас в городе 33 каменных дома имеют скатную крышу, с которых надо обязательно снег счищать. И 58 домов деревянной застройки, они все скатные крыши имеют. И, конечно же, это все должно быть вовремя убрано. Мы этим сейчас занимаемся. Дорожные службы города ведут работы в 2 смены. Производится утренняя первичная и вечерняя вторичная посыпка отсевом. Но в этом году весна в Нерюнгри особенно радует своим солнышком, а это значит, в течение дня снег подтаивает, трамбуется, образуя тонкий настил, который вследствие замерзает и превращается в каток. Он может себя включать как предостережение, представление, так и возможно привлечение к административной ответственности. А в настоящее же время прокуратурой города Нерюнгри принимаются превентивные методы реагирования, а именно организациям объявляется предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травм. Подготовьте малоскользящую обувь и будьте бдительны за рулем. Александра Цибикова, Захар Головин, Нерюнгри. Двойного начисления платежей за вывоз коммунального мусора с жителей не должно быть. В квитанции, куда раньше входили вывоз и утилизация мусора, должны сократиться или свестись к минимуму. Там должны остаться только содержание контейнерных площадок в многоквартирных домах, а также вывоз жидких отходов из неблагоустроенных и частично благоустроенных домов. В новой же коммунальной услуге обращение с ТКО входит сбор, транспортировка и размещение мусора на полигоне. Напомним, что за счет новых платежей в Якутии будет вестись строительство 3 новых полигонов в Якутске, Нерюнгри и Мирном. Гражданам, если они заметили начисление и по строке жилищная услуга, если там осталась сумма прежняя, значит, и обращение с твердыми коммунальными отходами, то необходимо обратиться в управление Госстройжилнадзора, обращаться также в свои управляющие организации, чтобы поправили. В принципе, там, где мы, значит, ситуацию мониторим через биллинговую систему именно государственного уровня, то там таких ошибок нет.
119 врачей и 27 фельдшеров в этом году поедут работать в сельские больницы. Все они будут трудоустроены по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Проект предусматривает выделение 1 миллиона рублей врачам и 500 тысяч фельдшерам, которые в течение 5 лет будут работать по договору в сельской местности. Напомним, что в регионе за 6 лет реализации программы «Земский доктор» более 700 врачей поехали работать в районы и села Якутии. Вместе с тем кадровый вопрос остается актуальным. Проблема нехватки узких медицинских специалистов остро стоит в отдаленных арктических улусах и промышленных районах. На сегодняшний день мы ждем нормативно-правовой акт по снятию ограничений по возрасту. И, конечно, это очень отрадно в связи с тем, что поедут в наши районы высококвалифицированные специалисты, вне зависимости от возраста. То есть раньше, если был это 50 лет, предельный возраст участника по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», то на сегодняшний день эти ограничения будут сняты. Жительница села Хатыстыр и мама 2 детей Анна Тарасова, единственная в Алданском районе мастерица косторезного дела. Редкое умение пользуется у земляков интересом, но отнюдь не спросом. Сувениры и предметы быта из кости стоят дорого. Свои шедевры Аня реализует в соседнем Нюрнбергском районе. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Лучшим подарком для Анны Тарасовой могли бы стать бивни мамонта и рога оленя. Аня – косторез по образованию и по призванию. Сувениры, обереги, предметы быта – фантазия мастера безгранична. В мастерской компактный шкаф, небольшой столик и набор инструментов. За несколько лет девушка создала порядка 300 изделий. Вырезаю пока флешки и брелки, для автомобилей. Личную коллекцию Аня не собирает, ее негде хранить. Себе оставляет только самые любимые вещи. Множество шедевров мастерица создавала на подарки друзьям и родственникам. Часть составляют заказы. Продавать изделия бывает жалко. В каждую изготовленную вещь мастер вкладывает не только время и труд, но и душу. Мы с ней вместе ездили в Нерюнгри на встречу общин города Нерюнгри. И там она показывала свой мастер-класс. Поэтому, мне кажется, она у нас одна, единственная такая, потому что это действительно искусство такое, передается, наверное, по наследству. Природа севера, родной очаг, песни из детства. Идеи для творчества создатель черпает отовсюду. Ане импульс вдохновения чаще всего дает природа. Косторезное дело мастерицы колоссальных доходов не приносит. Сувениры стоят дорого. Материал недешев, высоко ценится и труд. Торговля в основном идет на выставках и ярмарках-продажах, которые открыты на массовых гуляниях. Кто-то оптом покупает, а сама в Нерюнгри отправляет. Изделия из кости требуют осторожного и бережного отношения. Материал очень хрупкий, тонкие детали и ажурные узоры могут сломаться даже от легкого стука. Над созданием этих шахмат из рога оленя девушка работала несколько месяцев. Сама Аня в шахматы не играет, потому и фигуры в наборе нетипичные. Королевы, слоны, ладьи и пешки выполнены по индивидуальной идее. Сколько могли бы стоить шахматы, на этот вопрос мастерица не ответит. Они не продаются. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Известный якутский видеоблогер Вячеслав Бродников, автор канала «Клевая рыбалка», устроил в минувшие выходные в ресторане «Мусхая» мастер-класс по развитию канала видеохостинги для всех желающих. Собранные средства обладатель серебряной кнопки YouTube передал Якутскому городскому обществу инвалидов. В ходе мастер-класса заинтересованные в развитии своих каналов на платформе глобального видеохостинга получили от ведущего «Клевой рыбалки» и его друзей практические советы по оформлению канала, формированию контента, техники съемок и монтажа. Напомним, Вячеслав Бродников из Жиганска является первым якутянином, удостоенным серебряной кнопки YouTube. Это первый мастер-класс в моей жизни, и я очень рад, что есть, оказывается, у нас в республике люди, которые интересуются ютубом и которые хотят создавать свой канал, развивать его как-то. И я рад, что сегодня на этой встрече пришли единомышленники, и я специально готовился для этого мастер-класса, то есть несколько месяцев я самые важные моменты для развития я все записывал тщательно, чтобы сегодня все это рассказать, чтобы до всех довести.
У православных христианин начинается Великий пост. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником Пасхой, который в этом году будет отмечаться 28 апреля. Великий пост – время строгих ограничений в еде, под полный запрет. Попадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка. Под частичное растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели. Вместе с тем священнослужители напоминают, что смысл поста не просто в ограничении потребления пищи, а в стремлении стать ближе к Творцу. В преддверии Великого поста Церковь предлагает верующим особый период, подготовительный период. Он длится более 3 недель, и богослужебные тексты и общий строй церковной жизни помогает православному человеку таким образом настроить свою душу, чтобы войти в Великий пост с правильным пониманием того, что ему, верующему человеку, надлежит в течение Великого поста совершить и к каким целям подойти. Целью поста является освобождение человека от его эгоизма, от господства его собственного «я». Собственно говоря, вся жизнь христианская и посвящена тому, чтобы «я» перестала господствовать и поглощать все внимание человека, чтобы оставались силы обращать свой взор и к Богу, и к ближним своим. К этому часу вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.